Здравствуйте! Итак, может ли перевод быть лучше оригинала? И если он лучше оригинала, то остается ли он хорошим переводом, главная задача которого – адекватно передавать явления иной культуры? И что означает верность, адекватность, точность применительно к переводу? Именно об этом мы постараемся поговорить в рамках проекта «Пространство книги» в лекции, посвященной французским переводам русских классиков. Основные направления дискуссии по поводу перевода суммарно можно представить в виде двух оппозиций. Первое – буквальный и вольный перевод, то есть дословный или смысловой. И вторая оппозиция – это свое-чужое. Или, как говорил один из теоретиков перевода XIX века Фридрих Шлейермахер, переводчик может оставить в покое писателя и заставляет читателя идти к нему навстречу. Второй вариант, когда переводчик оставляет в покое читателя, и тогда идти навстречу приходится писателю. Но хуже, когда обе эти стратегии смешиваются, потому что в этом случае писатель и читатель могут вообще не встретиться. Итак, когда же французы заинтересовались русской литературой? Как считается, первое произведение, переведенное на французский, первое литературное произведение, переведенное на французский язык, было опубликовано в Санкт-Петербурге в 1751 году. Но этот перевод, сделанный Долгоруким, был, так сказать, для внутреннего рынка. А вот во Франции русской литературой заинтересовались в начале XIX века, примерно в период с 1811 по 1822 год, в период наполеоновских войн. Вначале это были переводы поэзии. В 1923 году они были собраны в антологии Эмиля Дюпре де Сен-Мора «Антология руссе». В 1846 году вышла антология Елима Петровича Мещерского «Le poète russe». Следует сразу оговорить, что традиционно во Франции поэзию переводят, иноязычную поэзию переводят прозой, прозаическим подстрочником, но именно в этих антологиях французы впервые прочитали стихи Державина, Пушкина и многих других. Следующий этап знакомства с русской литературой относится к середине XIX века. В это время переводами начинают заниматься писатели, и главные фигуры этого периода Проспер Мериме и Луи Виардо хорошо знакомы нашим соотечественникам. Проспер Мериме, писатель, известный новеллист, был англоманом, он был одним, можно сказать, первым французским денди. И это тоже сближало его с Пушкиным, которым он увлекается и начинает переводить. Луи Виардо, который практически не знал русского языка, чаще всего работал совместно с Иваном Сергеевичем Тургеневым, которым был его неизменным соавтором, консультантом, и роль которого в истории русско-французских литературных связях и в самой литературной жизни Франции и России переоценить, наверное, невозможно. Итак, кого же читают французы в середине XIX века? «Пиковую даму» и «Выстрел» в переводе Проспера Мериме. Особой популярностью во Франции пользуется перевод «Капитанской дочки» Луи Виардо и Ивана Сергеевича Тургенева. Этот перевод вышел в 1853 году. Еще ранее в их же переводе, в переводе Виардо и Тургенева, выходят повести Гоголя. Но начнем все-таки с произведения, которое сохраняет свою актуальность и в наши дни. Это перевод Проспера Мериме «Пиковой дамы» Пушкина.
Впервые он был напечатан в Revue de deux Mondes 15 июля 1849 года. Этот перевод заслуживает хотя бы краткого разбора, потому что на его примере легко показать, как переводили русских писателей во Франции середины XIX века. Мерибе и по стилю был близок к Пушкину. Это должно было бы свидетельствовать о точности перевода. И действительно, перевод Проспера Мериме считается очень точным. Тем не менее, на протяжении XX века он стал вызывать многие нарекания. Такое вот тщательное сравнение текстов показало, что Мериме временами, так сказать, опускал обороты, которые казались ему непонятными или которые вызывали трудности с переводом, как, например, глагол «затянулся» или там, глагол «волочился», он заменяет на более изящный «ухаживал». Но Мериме и делает вставки в пушкинский текст. Так, если в оригинале Пушкин только упоминает волосы Лизы, то у Мериме они становятся прекрасными, он добавляет эпитет «бо». Если у Пушкина Лиза просто наклоняется над книгой, то у Мериме она это делает грациозно. Еще один любопытный пример трансформации. В главе 2, когда говорится о тяжкой жизни компаньонки, упоминается, что Лизавета Ивановна отвечала за погоду и за мостовую. Мериме переводит это следующим образом. Это она была виновата, что дороги плохи, а мосты с пошлинами. Очевидно, Мериме имеет в виду плату, которую взимали при переезде или переходе через мост в Париже, и переносит эту практику на Петербург. Отсюда и появляются «пон а пеаже», отсутствовавшие в оригинальном тексте. Еще один любопытный пример трансформации касается конца 4 главы, объяснения ему до сих пор не находят. В конце 4 главы Герман думает о том, как по этой же лестнице 60 лет назад в эту самую спальню в такой же час в шитом кафтане, причесанный алуазо рояль, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже слевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестала биться. Так вот, у Мериме любовник не поднимается в спальню графини, а наоборот покидает ее. И вот причина, так сказать, этой перемены до сих пор озадачивает исследователей. Знакомство французов с творчеством Тургенева состоялось в середине 50-х годов. Первым произведением, переведенным на французский язык, были записки охотника. В 1854 году в Париже был опубликован перевод, сделанный Эрнестом Шарьером. Шарьер даже заменил заглавие книги и назвал ее «Мемуары d'un сеньор рус», в переводе «Воспоминания русского помещика». Вот эта замена заглавия уже показывает направление перевода, такое остро-сатирическое. Перевод Шарьера вызвал недовольство автора записок охотника, который в своем письме к Сергею Тимофеевичу Аксакову 7 августа 1854 года сетовал: «Получил я, наконец, французский перевод моих записок, и лучше бы, если бы не получал их. Этот господин Шарьер черт знает, что из меня сделал. Прибавлял по целым страницам, выдумывал, выкидывал до невероятности». Тургенев говорил, что нет 4 строк, которые были бы переданы верно. В результате, спустя 4 года появился новый перевод записок охотника. На этот раз они назывались «Récit d'un chasseur», рассказы охотника, дословно, выполненный литературным критиком Ипполитом Делаво совместно с Тургеневым. Однако мнения в литературной Франции разделились. Часть была за перевод Шарьера, который казался более живым, более экспрессивным, более запоминающимся, а перевод Делаво, хотя, так сказать, был и много точнее, выглядел на этом фоне серым.
В какой-то момент смирился и сам Тургенев, который сказал, что да, перевод Делаво, конечно, более точный, но, возможно, менее интересный. Во Франции переводчиками Тургенева выступали Проспер Мериме, который перевел в 1863 году «Отцов и детей». Перевод был отредактирован самим Тургеневым. Луи Виардо, Эмиль Дюран-Гревиль и другие. Некоторые переводы были сделаны самим Тургеневым, например, сборник «Le Nouvelle Moscovite». Произведения Тургенева хорошо знакомы литературной элите Франции, образованному классу и высоко ими ценимые, никогда на протяжении XIX века не были известны массовому читателю. Даже «Отцы и дети», самый известный роман Тургенева. Смерть Тургенева в 1883 году подводит символическую черту под этим периодом русско-французских отношений. В какой-то мере она выступила катализатором нового всплеска интереса к русской культуре. Поскольку на смерть Тургенева отозвались известные французские литераторы и Эрнест Ренан, и Мельхиор де Вогюэ, Поль Бюрже и многие другие. Так вот, братья Ганкур, например. И после смерти Тургенева выходит книга Эжена Мельхиора де Вогюэ «Русский роман», который надолго определила восприятие русской литературы во Франции. С 1884 года во Франции начинают переводить Достоевского. Появляется перевод сразу двух его романов «Униженный и оскорбленный», «Преступление и наказание». В этом же 1884-86 годах начинают переводить «Войну и мир» Толстого. И 80-е и 90-е годы во Франции были периодом такой русомании. Причем сразу же возникло два лагеря – сторонников Толстого и сторонников Достоевского. Вплоть до 20-х годов 20 века будет идти дискуссия, кто же лучший из великих русских писателей выразил вот ту самую загадочную русскую душу. Истоки этих мифов также коренятся, истоки вот многих мифов о России, в том числе и само выражение загадочной русской души, коренятся в книге Эжена Мельхиора де Вогюэ «Русский роман». В течение XX века переводами французских авторов начинают заниматься профессиональные филологи-слависты. Это период так называемого академического точного перевода. И в XX веке мы видим самые разнообразные обложки. Если в XIX веке был принят такой очень строгий графический стиль, это можно увидеть вот по обложкам того времени, то начиная с рубежа XIX-XX веков появляется разнообразие шрифтов, которое не всегда радовало русских писателей. Скажем, Лев Николаевич Толстой с большим неодобрением отозвался об обложках своего 40-томного собрания сочинений. А в XX веке мы уже видим такое большое разнообразие иллюстративного материала, который позволяет судить о том, как воспринимается русская литература во Франции. Это, так сказать, тема отдельного разговора, поэтому из самых таких общих наблюдений можно сказать, что очень много обложек в таком псевдорусском стиле, с обязательными сарафанами, кокошниками, допустим, фантастические повести Пушкина, Гоголя, Тургенева, они на фоне собора Василия Блаженного Московского. Еще одно, так сказать, издание «Записка охотника», также, так сказать, в качестве иллюстративного материала выбран собор Василия Блаженного, хотя мы знаем, что действие всех этих повестей происходило отнюдь не в Москве, а больше в Санкт-Петербурге и в русской усадьбе.
Вот сказать, примеры обложек Достоевского. Ну, это кадры из известной экранизации «Кроткой» Робера Брессона. И вот уже совсем, так сказать, новое издание 2000 года, это последний на сегодняшний день перевод «Кроткой» Федора Михайловича Достоевского. Ну, мы увидим фрагмент вот «Рука скупца». Да? Такие варианты обложек есть. Еще в качестве таких любопытных примеров можно привести обложки с иллюстрациями из известных картин русских художников. Например, обложка романа «Отцы и дети» Тургенева, и в качестве иллюстрации берется картина «Петр допрашивает своего сына». Но разговор о французских переводах русской литературы, сказать, может продолжаться очень долго, поэтому вот мы уже завершим наш краткий обзор, пожалуй, таким иллюстративным материалом, и благодарю за внимание.